справа жыцця, што нясе ў сабе надзвычай важную і светлую місію, дарыць асаблівую цеплыню і велізарную энергію праз народную творчасць, культурныя традыцыі, перайманне пазітыўнага вопыту продкаў, рамяство, якое нельга ўявіць без лепшых чалавечых якасцей, шчырасці, дабрыні і захопленасці. Лялька-рабінка ды конь сонца, і будзе шчасце вам бясконца. Гісторыя абярэжных лялек налічвае не адно тысячагоддзе. Ва ўсе часы людзі бачылі ў іх сімвал роднай хаты, укладалі самыя светлыя намеры. Такой сапраўды казачнай творчасцю у наш час займаецца Ірына Кібак, член Саюза беларускіх майстроў. Яе дзівоснаму рамяству прысвечаны 15-й выпуск спецыяльнага праекту тэлеканала «Пінск» «Полесская скарбонка». Ирина Сергеевна, она добрая, очень хорошо объясняет, как нужно делать. Все время предложит то, что очень красиво смотрится. Всегда делают поделку с душой, чтобы было всем приятно и красиво. Ирина Сергеевна, она замечательный руководитель, потому что она всегда посоветует то, что и всегда приходит на помощь. Сможет объяснить, если ты что-то не понял, там, например, какой-то теме, или научит чему-то новому. Она очень хорошая. Мне это нравится. Нравится то, что дети уходят от меня воодушевленные, скажем так, и они приходят в следующий раз, а что мы новенького будем снова делать. Поэтому это все здорово и все окрыляет, и хочется еще творить и еще раз творить. Мінуў той час, калі купленыя лялькі былі нейкай раскошай. Сёння набыць у краме прыгажуню можа амаль кожная дзяўчынка, а вось зрабіць яе самастойна, да яшчэ і традыцыйную, абярэжную, справа асаблівая і надзвычай цікавая. Раней такія лялькі былі амаль у кожнай славянскай хаце, ствараліся выключна жаночымі рукамі з прымяненнем бытавой магіі. Спасцігнуць магію рукадзелля яшчэ ў дзяцінстве пашчасціла Ірыне Кібак, пінскаму майстру народнай творчасці, ураджэнцы вёскі Фядоры, што на Столеншчыне. Увлечение, как любой маленькой девочки, учила меня бабушка. Учила вышивать, заставляла вышивать, потому что непоседа, ой, как не хотела, скажем так, но никогда бы не подумала, что в жизни мне эти навыки пригодятся. Придя по распределению после института, я попала в Центр дополнительного образования. И мне предложили кружок вести, кружок по вышивке. Я, что очень удивилась, но мне было очень приятно. Тогда пришлось вспомнить те навыки, которые я приобрела еще в детстве. Постепенно мастерство, скажем так, набирало обороты, потому что надо было всегда быть на шаг впереди детей. Поэтому всегда что-то готовила, что-то пыталась найти что-то новенькое. Так лёс знітаваў з народнай творчасцю. Ірына скончыла мінскі дзяржаўны педінстытут імя Горкага, выйшла замуж за Пінчука і засталася жыць і працаваць у горадзе над Пінай назаўсёды. Мудрая і маладая, прыгожая і натхнёная, прафесіянал з вялікай літары на працы, а дома клапатлівая маці і бабуля, выдатная руплівая гаспадыня. У Цэнтры дадатковай адукацыі вось ужо чвэрць стагоддзя педагог Ірына Сергеевна кіруе гуртком пад назвай «Чароўная скарбніца». Сваімі рукамі стварае дэкаратыўную прыгажосць і вучыць гэтаму дзяўчат, якія заўжды на творчых конкурсах адны з лепшых. Иногда, если уже не знаю, что делать, можно поэкспериментировать и выбрать что-то новое для себя, что-то наиболее, может, тяжелее, и тогда в следующий раз у тебя больше и лучше получится. Рукоделие это, во-первых, это красиво, и оно мне нравится. Если человеку понравится, то он будет этим заниматься. Необычно это каждый делает почти индивидуальный цветок, чтобы не повторяться. И вот в этом у нас такая вот маленькая фишечка может быть. Это интересно, делать красивые поделки, радовать других, маму особенно. Я хожу уже на бисер, получается, 5 лет, 5-й год. Занимаюсь я бисероплетением. Обычно делаю орхидеи, деревья, какие-то цветы разные. Во-первых, это интересно, а во-вторых, очень красиво даже дом поставить. Сёння праз пэўны час творца ўспамінае, як некалі пачынаўся насычаны творчы шлях, як раптоўна абудзіўся запал да народнай культуры, да традыцый народнай творчасці, фальклорнай спадчыны. Разумее, што інакш проста быць не магло. Может, это случайность, а может, что нет. У меня принесла девочка журнал модный с фэншуем. Это знак любви. Ирина Сергеевна, помогите вышить. Вы знаете, мне как-то стало обидно за нашу славянскую культуру. Как это так? Мы вроде славяне, почему мы фэншуй, Китай должны поддерживать?
И вот я тогда подняла все источники, которые были, но нашла то, что девочка просила, но именно в славянском знаке любви. И, наверное, с того начался вот этот мой длинный путь, который потихоньку начинала вот и детям, чтобы было показать, что. И начались куклы. Куклы начались с того, что в магазине книжном приобрела книжечку «Традиционные обрядовые куклы». Она была черно-белой, как-то ничего такого не заинтересовалась, но сам текст, происхождение этих кукол оттуда, но меня очень заинтересовали. И каждую куклу, которую я пыталась изготовить, я всегда начинала с истории. Вышытыя кашулі і карціны, славянскія абярэгі, самабытныя лялькі-мотанкі, як цудадзейныя талісманы, бісерныя дрэвы, тапіяры, розныя сувеніры. Гэта не проста хата, а нейкі чароўны свет мастацтва, цеплыні і душэўнасці, сапраўдны цуд. Ірына Кібак, член Беларускага саюза майстроў народнай творчасці, пастаянная ўдзельніца міжнароднага фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску, выставы кірмаша вырабаў ручной працы «Млын» у Мінску, фальклорнага фэсту «Мотальскія прысмакі», розных абласных і гарадскіх імпрэз, госця замежных пляцовак. Самыя першыя экспанаты Ірыны паехалі ў Казахстан, Расію і Амерыку. Нехта скажа «вечная дзяўчынка», адны лялькі ў галаве, але ж у той момант толькі яна будзе ведаць, які глыбінны сэнс закладзены ў яе, на першы погляд, няхітрай справе, праверанай стагоддзямі. Если кукла делается с чистыми мыслями и с чистой душой, это значит, действительно, кукла будет работать. Если я чувствую себя плохо, если я, например, больная или что-то заболела, я никогда не сажусь делать эти куклы. Они не приносят удовлетворения, эта работа. Когда человек приходит и благодарит за эту куклу и спрашивает, а что у вас еще новенького появилось, дайте. Вот у меня на Славянке уже есть постоянные, скажем так, покупатели, не приходят, интересуются. У некоторых даже есть целая выставка моих работ. И знаете, когда замечательно, когда люди благодарят, когда действительно говорят, вашу куклу берешь в руки, ее хочется брать, ее хочется вот трогать, крутить. Но это действительно получаешь какое-то удовлетворение. И действительно то, что делаешь, действительно чувствуешь, что нужный себя. Тканевыя і льняныя, нітачныя лялькі суправаджалі чалавека з моманту нараджэння, далучалі да роднай культуры, да прыроды. У кожнай сваё імя, свая гісторыя, якую наша гераіня расказвае нібыта нейкую чароўную, мілагучную і непаўторную казку, вялікую і цікавую, якую хочацца слухаць і слухаць, у якую хочацца верыць. Начнем с самых первых кукол, которые женщина начинала мастерить. Это были куклы-пеленашки. Вот они такие замечательные, такие маленькие. Женщина, которая уже готовилась становиться матерью, она готовила вот таких кукол. Пеленашек таких должно быть 7. Эти куколки, считают, что согревали колыбель ребенку до рождения. И до крестин самых они должны были находиться в колясочке, в кроватке. Считалось, что все негативное они забирали на себя. Вот это такая куколка. Есть еще очень интересная куколка «Зайчик на пальчик». Надевается она на этот безымянный пальчик, вот здесь дырочка такая есть, и ребенок ее скручивает в кулачке. Этот обережек детям делали с 2 до 3 лет. Считалось, что он был им не просто другом, который можно было просто нашептать на ушко, а он оберегал. Уходили страхи. Ребенок засыпал вместо сосочки вот это все с этим зайчиком. Это была его первая игрушечка. Вот такая куколка на косе. Это считалась кукла-долюшка. Сказка Василиса о купеческой дочери, которую мать перед смертью подарила куколку, которая помощницей была. Вот речь идет именно о этой куколке, о кукле-долюшке, которую она должна, девочка, прийти, накормить, напоить и поделиться своими горестями. Считалось, что куколка помогает во всем. Это вот такие маленькие куклы-долюшки или куколки на счастье их называют. Далее девушка мастерила такую куклу. Кукла называлась «Желанница». Самое интересное, она вот столбовушка идет. И эти куколки, желанницы, они сами за себя говорят, они исполняют желания. Эта куколка девочка мастерила, но ее потом никому не показывала. За то, чтобы исполнить желание, она наряжала, например, новое платьюшко ей делала, фартушек, бусики какие-то пришивала, пуговичку. Показывала ее в зеркало и говорила, вот смотри, какая ты красавица, за это исполни мое желание. Следующая куколка, которая была очень интересна, это для молодых девушек. Вот такие куколки, смотрите, у них нету рук,
Они символично прячутся под фартук. Эта куколка на удачное замужество. В то время девушку рано выдавали замуж, и когда она созревала, считалось, что вот такую куклу мастерила мама или ближайшая родственница, и ставили такую куколку на окошечко. Но предварительно, посмотрите, какая у нее длинная шея, разноцветная, на каждый воротничок приговаривали характер или качество будущего мужа. И эту куколку выставляли обязательно на окошечко. Тогда уже, когда парни видели такую куколку, считалось, что можно засылать сватов. Дальше шла уже у нас кукла, получается, свадебная. Свадебная кукла, которая вот идет цикл, это свадьба. Видите, они на одной ручке, неразлучники считается правильное название их. И самое тоже интересное, когда при изготовлении она должна делаться на растущей луне обязательно. И куколка, вот, не буду раскрывать секреты, которые там есть секреты, это именно свадебная кукла. Ее дарят на свадьбу, при венчании, но также парам, которые исполняются там какие-то 10-20 лет, это считается кукла неразлучники. Они вот считаются в таких богатых красных нарядах шли и в белых. А еще их делали с обыкновенных ниточек, вот таких вот обыкновенных. А замужние девушки, женщине, дарили вот такую куколку, куколка-берегиня. Эта куколка, вот само название «беречь», она помогала сберечь здоровье женщины и оберегала всех членов семьи. Следующая наша кукла, которую бы хотелось показать, она очень интересная, весенняя кукла. Видите, какая она вот большая, юбочка у нее, она на колокольчик похожа. Она так и называется кукла-колокольчик. Это валдайская кукла, и считалась весной. Она делалась именно весной. И если получается позвонить как колокольчик, приходят только хорошие вести. Крупиничка и богач. Раньше делалась только кукла-крупиничка. В ней, в мешочке, она наполнена зерном. У нас всегда сейчас есть дожинки празднуем. Есть праздник урожая. Тогда тоже был в старину праздник урожая. И в такую куклу насыпали зерно. Из первого урожая, самое лучшее, самое отборное. Ставилась она в красный угол, под образами, обязательно, чтобы охраняла. И чем больше считалась эта кукла, тем достаточно и зажиточнее считалась семья. Первый посев шел, именно развязывался эта кукла, мешочек, и это зерно шло на посев. Трэба адзначыць, што ў лялек няма твару. Нашы продкі верылі, што калі лялька будзе вельмі падобная да чалавека, то можна наклікаць бяду. Ды і ўвогуле лічылася, што ў хаце не павінна быць лішніх вачэй. Ва ўнікальнай аўтарскай калекцыі Ірыны Кібак сярод персанажаў беларускай міфалогіі абярэжная лялька Благадаць, што нясе свет і радасць. Нечаканая баба-яга, чыя мятла вымятае з хаты ўсё нядобрае. Лялька-гаспадынька, што прыцягвае багатства і дабрабыт. Беларусачка, рабінушка. У свой час такія цацкі мелі вялікую папулярнасць сярод простага і заможнага люду. Сярод ахоўных лялек ёсць і мужчынскія, што дапамагаюць абыходзіць складанасці ў жыцці. Вот такой вот Спиридон Солнцеворот очень стал популярный у водителей мужчин и женщин. Он, правда, делается маленький, у меня вот такой большой. У него символичный круг – солнце. Этот оберег считается Спиридон Солнцеворот. Слушайте название «Солнцеворот». Как он повернет вот это колесо, так и будет. Дарилась она, эта кукла, подросткам, мужчинам, у которых плохо шли дела. Считалось, что вот когда это колесо повернет он сам, такая судьба будет. А для водителей именно она идет, что штурвал. Колесо, руль крепко держит, значит, у него все будет и в дороге хорошо, и все будет замечательно. Вот это такая кукла. Это мужская. Еще об одной кукле хочу рассказать. Это солнечный конь. Этот солнечный конь, ну, скажем так, это моя задумка. Делался у нас на славян, он делался обычно с лыка, либо с соломы. У меня он текстильный идет, получается, здесь тоже натуральные все эти материалы. И вот такой у меня получился солнечный конь. Это тоже мощный, сильный мужской оберег. Считается, что которому вот тоже дарится вот такая игрушка, не игрушка. Маленьким мальчикам она может быть как игрушка, подросткам дарится как символ впереди дел, а мужчине, чтобы он всегда был на коне, всегда был при делах. И обязательно навешалась хвостом, как будто конь прискакал хвостом к входной двери. У меня такой конь взяли в китайскую делегацию. Китайскому послу подарили.
Спрадвеку лялечкі рабіліся з самых простых рэчаў, часцей са шматкоў ношанага адзення, каб перадаць усю любоў і энергетыку. Атрымліваліся мяккімі, цёплымі і сапраўды магічнымі. Як рабілі ляльку-спадарожніцу, што заўсёды аберагала вандроўнікаў, высцілала ім шчаслівую дарогу, Ірына Кібак расказвае ў сваім майстар-класе. Путник доставал ее из кармана, смотрел и вспоминал о своих близких. Делается она очень просто. И женщина или мама, когда давала своему сыну или мужу, который уходил в дальнюю дорогу, она делалась, как правило, из своих одежд. Посмотрит на одежду и вспомнит, что это мама или любимая жена. Куколка делалась почему очень маленькой, потому что в дорогу бралась. Даже говорили, что иголка тяжелая бывает. Поэтому она должна умещаться была в карман путника или в котомку. И эта куколка должна быть маленькая, совсем-совсем маленькая. Делалась она очень просто. Брался белый лоскуток ткани, в нее вставлялась ветошь. Как всегда, мы делаем небольшой вот такой шарик. Это все скручивается и просто перевязывается ниткой. 3 раза узлом вокруг шеи и 2 раза завязывалась на узелочек. Вот у нас должна быть такая заготовочка. По заготовочке обязательно мы должны сделать повойник. Это кукла, когда куклы раньше женщины носили, у них обязательно был поверх платка маленького одевался еще один большой. Мы сейчас делаем символично вот такой повойник. У нас, смотрим, где красивее личико. Вот такой повойничек. И опять перевязываем ниточкой. Вот так должно получиться. Следующий наш шаг – это платьишко. Платьишко мы делаем вот с такого небольшого, тут где-то квадратик у меня получается 8 на 10. И делаем мы его выворотным способом. Этот способ известен вот кукольникам. Просто мы куколку берем вокруг шеи, обворачиваем. Вот таким образом. Здесь подминаем под шейкой. И опять же, видите, как я называется? Не просто они называются мотанки, я все время мотаю. Поэтому называются куклы-мотанки. И вот такая получилась у нас заготовочка. Следующим этапом будут ручки. Вот такие ручки, которые вот идут следующим. Мы берем лоскут ткани, тут где-то 3 на 8 сантиметров. Обязательно складываем вовнутрь. У нас она идет сюда. Сюда и вокруг, и буквально вот это. Тут не будет видно никаких. Мы ее просто приглаживаем, но еще не привязываем. Это будут наши ручки. А теперь мы делаем котомочку. Видите, она посерединке у нас идет, котомочка. Тут самое важное. В котомочку мы ложим зерно, чтобы путник наш всегда был сыт. И обязательно внутрь красную ниточку. Считалось, что красная ниточка не только оберегает, но еще и защищает. И обязательно приведет путешественника домой целым и невредимым. Вот мы делаем таким вот образом котомочку. Теперь мы берем наши ручки, которые мы приготовили. И посередине к ручкам мы привязываем вот эту котомочку. Вот теперь-то мы завязываем здесь тоже наши узелочки. А теперь вот эти ручки мы должны привязать к туловищу, голове, скажем так. Вот она привязывается таким образом. Размещаем, чтобы наша котомочка была где-то на уровне пупка, скажем так. Вот мысленно фигурку разделите, и вот так у нас получается куколка. Распределили мы ручки наравне, чтобы были. Берем ниточку. И опять же мы все это привязываем. 1, 2, 3. И получается у нас здесь 2 узелочка. Опять эти узелочки мы обрезаем. Вот что у нас должно получиться. И осталось у нас завязать платочек. Маленький платочек мы тоже завязываем, подворачиваем вот этот лицевой край к себе, вот этот повойник, чтобы у нас был, выглядывал оттуда. И старинным способом назад, как наши женщины в старину повязывали такие платочки, мы опять же повязываем платок
На 2 узелочка завязываем. И вот такая куколка у нас получилась. Рознабокава адораная творца штодзень працягвае адраджаць і развіваць традыцыі народнай творчасці, збіраць аўтэнтычны фальклор, тым самым павялічваць уплыў на духоўнае развіццё грамадства. Увесь час шукае новыя магчымасці рэалізаваць свае таленты, імкнецца да новых сфер дэкаратыўнага мастацтва. Галоўнае, мяркуе Ірына Кібак, каб у чалавека асвяціліся ад шчасця вочы. У жанчыны ёсць непахісная надзея, што лялькі разам з народнай творчасцю будуць жить и допомагать жить людям. Дети должны помнить, дети должны знать свою культуру, свою историю. По-моему, это самое важное. А будут эти куклы, вот как сейчас этот кукольный бум пройдет, что оно будет? Я думаю, что в сердцах оно все равно людей затронет. И все равно что-то теплое у людей останется, какая-то теплая частичка.